Песни от души – лучшее лекарство. Уже который год это доказывают участники конкурса бардовской песни среди людей с инвалидностью «Струна» и «Кисть и вечное перо». В этом году его проводят в столице Коми в юбилейный 10-й раз. Ранее определили победителей республиканского этапа конкурса, а сегодня на сцену вышли представители 20 регионов страны. Душевные песни послушал Павел Королев. Владимир Дубцов потерял зрение 12 лет назад. Говорит, тогда и начал писать собственные песни, хотя и музыкой занимается с 6 лет. Сейчас у него уже собственная группа «Алхимика». В составе он и барабанщик. К слову, тоже человек с инвалидностью. По словам Владимира, с потерей зрения музыка обрела новые смыслы, ведь незрячий человек воспринимает ее совсем иначе. Вот, например, взять, если в моем случае незрячих людей, да, основной наш способ ориентирования зрячих людей – это слух. Это самое основное. Также мы там и на запахи ориентируемся, и тактильное ощущение. Но самое основное – это слух. Для полноценного человека это зрение, правильно? Вот. Мы просто слушаем более внимательно, чем вы. Вот и все. Ни больше, ни меньше. Ничего там не обостряется, оно не становится тоньше, там что-то. Мы какие-то сверхъестественные звуки там слышим, да? То, что слышу я, можете услышать вы. Просто для этого нужно более внимательно слушать. И в зрительном зале сегодня только внимательный слушатель. Сами исполнители называют друг друга на конкурсе не соперниками, а единомышленниками. И их объединяют не какие-то там недуги, а в первую очередь творчество, для которого нет никаких преград. Для меня лично этот конкурс – это такой путь роста для меня. Мало того, что я здесь встречаю очень хороших людей, я еще сама становлюсь лучше каждый год. Я сама это замечаю. Я справляюсь со своим страхом. Я учусь у других конкурсантов. Я учусь у жюри. У нас был в какой-то год такой эксперимент. Были мастер-классы от членов жюри. И я очень много интересного почерпнула для себя, и чем я сейчас пользуюсь до сих пор. Конкурс хоть и бардовский, но исполнители и авторы не загоняют себя в рамки. Помимо вечных тем о любви, дружбе и верности, в текстах поднимаются и остро-социальные темы, не обходится и без национального колорита. В этом году конкурсанты приехали очень сильные, хотя из года в год число участников только растет. И, конечно же, хочется, чтобы жители и других регионов услышали наши коми-песни. Может быть, они тоже им понравятся. Поэтому в моем репертуаре сегодня композиции как на русском, так и на коми-языке. Завершится конкурс уже в эту субботу большим гала-концертом. Но послушать душевные песни можно будет и на свежем воздухе. Ведь что за бардовское движение без гитары и природы? Посиделки под живую музыку для всех желающих устроят в Кировском парке уже завтра в 3 часа дня. Павел Королев, Владислав Кульчицкий, телеканал Юрган.